Приветствую вас, Овны, на моем канале. Меня зовут Александра. Хочу сделать для вас прогноз с 8 по 15 марта на колоде Уэйта круглой, да, и одна карта Ошо. Здесь будет, значит, показано, ну, это вы, как человек, ваше, как бы, внешнее состояние, внутреннее, да, ваша личная жизнь, карьера, финансы, здоровье и два кубика, показывающие планету и дом, важно на этой неделе. Приступаем. Смотрите, что здесь сразу я вижу. Самое важное, что будет, это, конечно, карьера, потому что здесь выпадает старший аркан смерть. Ну, не боимся, сейчас все расскажу, объясню. Подтверждает это кубик. Выпал 10-й дом, который говорит как раз о карьере, о социуме, о статусе, о репутации, да, то есть именно о ваших делах. И Луна показывает всегда, знаете, такую вот эмоции, подсознание, страхи, да, то есть показывает, что мы чего-то боимся, то есть что-то нас волнует, мы переживаем, получается, о работе. Ну, понятно, да, если тут смерть, то мы переживаем. И ваше состояние, да, то есть начинаем с вас. Ваше состояние на этой неделе, это вы. Значит, что здесь? Здесь выпала восьмерка пентаклей. Она говорит о чем? Она говорит о том, что начинается, знаете, какое-то многообещающее дело. Да? Эта карта говорит о том, что вы готовы приступить к долгой, трудной, но чрезвычайно важной для вас работе. Эта карта также соединяет в себе начало, вроде бы с одной стороны, но она сразу же и говорит о том, что есть прекрасные перспективы на будущее, понимаете? Она говорит, что вы заинтересованы в своем деле, вы получаете от него как бы удовольствие, оно вам нравится, да. Смотрите, как это связываем с карьерой, да, то есть, скорее всего, что в карьере происходят какие-то глобальные изменения, то есть или увольнение, или, может быть, если у вас было свое дело, что-то там идет не так, и оно закрывается, да, или вы сами его добровольно закрываете, или оно там как-то закрывается по каким-то причинам. Ну, в общем, то, чем вы занимались, этому точно приходит конец. То есть, если вы, возможно, заканчивается какой-то проект, на котором вы долго работали, да, если это не увольнение, а вы остаетесь на работе, или вас переводят на какое-то другое направление. То есть, эта карта точно показывает начало какого-то нового дела, да, даже если эта работа остается та же, но другое направление, другой проект, то есть что-то меняется, и вам придется как бы заново, да, как ученику заново чему-то учиться. Возможно, это вообще будет абсолютно другое направление, или там у вас был какой-то маленький бизнес, связанный с продажей там одежды, допустим, да, а вы вдруг вообще решили полностью, вы поняли, что там не идет, да, и вы полностью перепрофилировались там и решили заниматься там кофе продавать, да, то есть, понимаете, вроде бы остаетесь в бизнесе, но меняется направление, ну и точно так же в работе. Но эта карта говорит о том, что точно вам предстоит обучаться чему-то новому, да, как бы вкладываться, ну, предстоит тяжелая работа, но у нее есть перспективы на будущее, понимаете, прекрасные, у этого нового дела прекрасные. То есть, если вы здесь будете работать, вот видите, как стеклодув, работа тяжелая, но она, ну, как бы приносит свои результаты, да, и вы создаете некие такие шедевры. И получается, то есть все, понимаете, крутится вокруг карты смерти. И ваше состояние подтверждает это. И 10-й дом подтверждает, да, что там будут изменения. И что интересно, карта зрелости, ваше внутреннее состояние тоже говорит о том, что вы в какой-то, знаете, сфере вот достигли максимума, да, достигли успехов. У вас есть там какие-то результаты, и вы готовы как бы отделиться, да, от чего-то и стать отдельной боевой единицей, понимаете? И уже делиться этими знаниями с другими. Поэтому, ну, вот эта карта говорит, что вам даже не надо прикладывать усилия. Просто вот пришло время. Вы созрели, да, вот ваш плод созрел, он и отделился. Понимаете, то есть вы наполнились уже знаниями в какой-то области. Поэтому, возможно, в карьере идут изменения, потому что там, где вы работали, вы уже выжали максимум оттуда, и поэтому как бы вы отделяетесь от этой области, понимаете, вот, и внешнее, внутреннее ваше состояние тоже говорит об этом же, о том, что вы уже чем-то наполнены. Ну вот, с карьерой разобрались. Смотрим, что с личной жизнью. Ну, в личной жизни здесь как раз, знаете, все, как говорится, тихо, спокойно и очень хорошо. У кого, кто ищет пару, тут вполне возможно встретить очень надежного, хорошего такого партнера, да, с которым можно построить долгоиграющие отношения, стабильные,
честные, верные, хорошие отношения. Кто в паре, то тоже все прекрасно. Рыцарь Пентаклей, он говорит о том, что пара уже, возможно, давно вместе, уже притерлись друг к другу, людям очень комфортно друг с другом, да, им хорошо, вот именно хорошо вместе. Это когда, знаете, когда никому из пары не хочется, да, проводить время отдельно, да, где-то там убегать куда-то, где-то передохнуть, не хочется встречаться с друзьями, хочется все время быть вместе. Это вот король Пентаклей, ой, рыцарь Пентаклей показывает вот такую вот пару. То есть в личной жизни все хорошо, да. Смотрим финансы. Финансы, что с финансами? Здесь выпала троечка жезлов. Она говорит, ну, в принципе, как бы ситуация неплохая, да, положение стабильное, прочное. И, то есть есть какой-то и надежный тыл, возможно, есть у вас какие-то там, да, отложенные деньги. Но тут она говорит, вы, конечно, деньги лучше не тратьте, да, если, ну, как бы тратите, то делайте это экономно, ограниченно, да, и вообще лучше как бы не торопитесь с тратами, а отлаживайте то, что заработали, потому что я думаю, что здесь, если произойдут какие-то, да, серьезные изменения в работе, то есть или увольнение, или вы меняете направление бизнеса, то тут какое-то время, да, возможно, у вас не будет доходов, и вам надо будет на что-то жить, пока, да, эта ситуация разовьется, пока вы там наберетесь опыта, навыков, да, пока запустится вся эта новая система. Поэтому здесь как бы карта говорит, немножечко придержите, да, финансы и слишком, да, не трынкайте, чтобы у вас хватило этого запаса, да, как говорится, до лучших времен. И у нас выпадает, в здоровье выпадает карта Паш мечей. Ну вот Паш мечей тоже, как бы, знаете, не самая хорошая карта для здоровья, потому что она говорит о том, что здоровье может быть под угрозой. Но тут в каком плане оно может быть под угрозой? Тут просто нервное, физическое истощение, да, один из показателей. Ну тут понятно, если проблемы начнутся на работе, даже если вы к ним готовы, да, вот, допустим, сейчас вы уже понимаете, да, что вот они будут происходить, они неизбежны, понимаете, смерть это когда уже все, да, это конец, то есть это приходит конец чему-то, что уже отжило себя, и обязательно последует новое начало, но только не сейчас, ну, немножечко позже, да, это будет, ну, надо время на то, чтобы прийти в себя, так сказать, да, все это переосмыслить, обдумать, все закончить, поэтому новое начало будет немножечко позже. Ну вот, когда вот это приходит, понимаете, начинаются нервные вот эти потрясения. Мы переживаем, мы волнуемся, а вдруг ничего не получится. Постоянно в голове это все прокручиваем, вертим, да, и начинаются проблемы с нервами и с психикой, и вообще, да, у нас начинается истощение нервное. В общем, здесь проблемы вот именно связанные с вот этими переживаниями. Ну, еще паш мечей, мечи всегда показывают какое-то, может быть, переохлаждение, да, обморожение. То есть нужно быть очень внимательными, чтобы не замерзнуть еще все-таки, да, март, мы сейчас начнем тут раздеваться все, понимаете, тоненькие курточки одевать. И вот она говорит, не торопите события, да, как бы одевайтесь тепло, чтобы не простудиться, да, не замерзнуть и не простудиться. Ну, еще, конечно, по мечам идут всякие травмы, ушибы, ранения, да, когда мы можем чем-то уколоться, порезаться. Причем это может быть, знаете, такие вот серьезные порезы, да, не просто порезались, а когда приходится там накладывать несколько швов. То есть тут карта предупреждает, что на вот этой неделе нужно быть очень внимательным с колющими, режущими всеми предметами, да, особенно если вы в работе, там, не знаю, там ножницы какие-то, ножи, механизмы какие-то, знаете, всякие острые, то есть вот предупреждать, что будьте максимально осторожны. Ну и, конечно, меньше нервничайте, понимайте, что перемены это неизбежно, перемены всегда с нами происходят, нужно просто их принимать, не переживать, не волноваться и понимать, что все, что не происходит, оно всегда происходит к лучшему. То есть, да, если вы сейчас посмотрите на свою жизнь, вспомните те ситуации, когда вот такие глобальные происходили какие-то события, вы переживали, а в итоге все через время обворачивалось, наоборот, в лучшую сторону. Поэтому вспоминайте, да, все время об этом, о том, что если это и происходит, это всегда нас ведет куда-то к лучшему, да, к рассвету ведет эта ночь. Поэтому такая у меня для вас информация, Овны. Благодарю вас за интерес к видео, за просмотр. Жду вас на своих новых видео.